В Алабудунском районе Чуйской области началось строительство крупного торгово-логистического города Манас. Площадь застройки превысит 5,6 миллионов квадратных метров. В городе будут размещены торговые центры, логистические склады, 2 учебных заведения и больница. Проект будет реализован поэтапно в течение 6 лет. Самая важная часть проекта – это его стратегическое расположение. Оно позволит Кыргызстану использовать свои географические преимущества, превратив страну в крупный торговый хаб, сравнимый с морским торговым портом. Однако некоторые пользователи социальных сетей распространили слухи о том, что землю под строительство якобы бесплатно отдали китайским инвесторам. При этом заместитель председателя Кабмина Бакыт Турабаев говорил, что китайская компания, занимающаяся строительством объекта, будет платить аренду за землю. Более того, 90% рабочих мест будут заняты гражданами Кыргызстана. Общая сложность 700 гектаров земли мы выделяем, но аренду плату полностью они будут оплачивать. Здесь, значит, будет строительство жилого помещения 1 миллион квадратов. Из этого 1 миллион квадратов 10% будет передано государственной ипотечной компании, которые это жилье могут получить наши кыргызские граждане. В этом, значит, торгово-логистическом городе Манас будет около 30 тысяч точек, торговых точек. Будут все, значит, наши граждане здесь будут работать. Общая стоимость проекта составит 4 миллиарда 200 миллионов сомов и создаст около 200 рабочих мест. Проект реализуется на основе инвестиционного соглашения, подписанного между Кабинетом министров и ОСО «Кыргызско-Китайский инвестиционный холдинг» 8 декабря прошлого года. Политолог Кубанычбек Табалдиев отметил, что опасения по поводу этого проекта не обоснованы, так как он откроет новые возможности для экспорта кыргызской продукции в Китай и расширит производство отечественных товаров. Нам необходимо развивать сотрудничество с Китаем, ведь это мировой экономический лидер, на долю которого приходится 26% мирового ВВП. Если мы не будем расширять сотрудничество с такими странами, то наша экономика не сможет эффективно развиваться. Что касается земли, выделенной под строительство, то важно отметить, аренда за участок будет полностью оплачена. Мы не живем в прошлом веке, когда можно было просто взять и отобрать участок земли. Такое сотрудничество открывает новые перспективы для экономического роста и взаимной выгоды. Китай и Кыргызстан уже реализуют несколько крупных экономических проектов, таких как «Один пояс, один путь», который соединяет Китай с Европой через Центральную Азию. Другой важный проект – это строительство железной дороги, соединяющей Китай, Кыргызстан и Узбекистан. Мы уже совместно строим завод по сборке электромобилей и не только. Экономист Уран Садыгалиев подчеркивает, что Китай является надежным партнером для нашей страны. Вот в мировой практике это долгосрочная аренда. Там 49 лет, даже 99 лет. Вот Гонконг, история Гонконга, да, вот говорит об этом. Реализация этого проекта, наше общество, наша экономика получит такой импульс. Того же Китая, да, вот торговля, да, у него уже там объемы вот торговли этих проектов с Европой, да, там на сотни миллиардов. По сравнению там с нашими соседями, да, ну они тоже сотрудничают и так далее. Я не понимаю вот этих опасений. Стоит отметить, что реализация этого проекта будет способствовать увеличению доходов государственного бюджета и росту ВВП Кыргызстана, а также поможет решить проблемы миграции и увеличить социальные отчисления. Рахат Батырбеков, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.